На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первая победа. 29 лет исполнилось со дня освобождения Гагры и всего Гагрского района от грузинских оккупантов. Погранзастава «Путь от войны к миру». После освобождения Гагры одной из главных задач стала охрана государственной границы по реке Псоу. У абхазской науки есть будущее. Пресс-конференция президента Академии наук Абхазии на площадке АГТРК. Первая победа. 29 лет исполнилось со дня освобождения Гагры и всего Гагрского района от грузинских оккупантов. 6 октября 1992 года абхазские ополченцы одержали победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории республики в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера. Утром 6 октября 1992 на границе по реке Псоу водрузили государственный флаг Абхазии и флаг Конфедерации горских народов Кавказа. О том, как это было, вспоминает ветеран Отечественной войны народа Абхазии Роин Агрба. Слово Элеоноре Гелаян. Гагрская наступательная операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября 1992 года. Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября всю северо-западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа абхазских войск. 6 октября Роин Агрба встречал в госпитале. Он получил ранение 2 числа. Когда уже утром услышал о том, что мои-то ребята-то ушли дальше, вот, уже Масика уже убили, нашего Герзмава. Вот, после меня это уже, после 3 наших раненых, буквально через полчаса-час его убили в том же направлении. Вот. И в Дурипшах ребята рано утром сказали, что вот наши уже последние наступления пошли, мол, типа уже от Гагры, от Украины уже дальше, ближе к Псоу. Ну, на первую же машину, то, что я смог поймать, форма у меня спрятана была там в шкафу, потому что форму у нас отбирали, уносили. Шамиль не успел, Шамиль Адзимба был со мной. Он без формы оказался, потому что девочки забрали его форму постирать, не принесли. И он с жалостью мне: ты убегаешь, я остаюсь один здесь. Я приезжаю, естественно, в наш штаб, и буквально через там каких-то 5-10 минут Исаар Самеков был такой вице-президент Конфедерации горских народов. Он выбегает со штаба, держит флаг конфедерации, говорит, увидев меня, поздоровались, как бы поздравил и говорит, все, говорит, быстро садись, поехали, говорит, надо флаг отвезти. И вот мы выехали на его «Волге», приезжаем. Противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы в сторону Гичрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах и селах, а другая, побросав оставшееся оружие, пересекла российско-абхазскую границу. Роин Агрба, по собственным воспоминаниям, был на Псоу без 15:08 6 октября. И видим башня, наша башня, которая там стояла, там уже абхазский флаг висел. И Иса говорит, нужно, говорит, этот флаг тоже поднять. Я говорю, пошли. Я одной рукой... Трудно, конечно, управлять. Но, думаю, он флаг поднимет. Я уже поднялся метров 3-4 и смотрю, говорю, Иса, давай, я говорю, дальше идем. Он говорит, нет, говорит, я высоты боюсь, я не смогу, говорит, туда подняться. Я говорю, ладно, дай сюда его. Флаг беру я в зубы, значит, и этой рукой, так как перемотана была рука, этой рукой зацепился, поднялся. А привязать же надо, как привяжешь? А там какие-то провода были. Я начал, и эти провода, жесткие такие твердые провода, хотел ее как-то выпрямить. И в это время стрельба началась, салют там, несколько пуль чуть меня не попали. Там, где я стоял на площадке, значит, 3-4 пули попали в эту стоянку. Там же как решетка там железная.
Но я вижу, что меня уже свои же подстреливают, блин. Я начал кричать, руками показывать, что не стреляйте, остановите. Ну, какое-то время остановили стрельбу. И я как смог, вот этот флаг привязал, он так и остался кривой, косой. И каждый раз, когда кадры вижу, фото вижу, вспоминаю, почему же этот флаг такой кривой. В Гагарской наступательной операции с абхазской стороны стрелковым автоматическим оружием были вооружены 570 человек. У остальных ополченцев были охотничьи ружья. Что касается боевой техники, то абхазские формирования располагали 2 танками Т-55 и 2 полковыми минометами. Безусловно, буквально за несколько дней, за 2 дня, когда уже мы знали, что мы готовимся к операции, я помню, я дружил с Ханкаровым, с Хамзатом, и мы с Ханкаровым стоим, там же Черноморец недалеко, мы напротив стоим во дворе, вышел Владислав, такой весь на эмоциях, весь такой, так скажем, живой, и подходит, поздоровался с нами, все, и Ханкарову говорит, ну что, говорит, Хамзат говорит, все-таки нужно выбить, говорит, из Гагры, говорит, мы сможем, говорит, мы достигнем этого. И Ханкаров говорит, ну, конечно, Владислав Григорьевич, даже спор. То есть сомнений даже нет, говорит. Ну, то есть мы уже знали, что вот сегодня-завтра уже будет, мы большую работу до этого проделали. Сколько можно было, ну, у нас было 10-12 вылазок до основного наступления. Мы в этих вылазках теряли людей, в том числе Зюара Чичпа мы потеряли. То есть каждую ночь, каждую вторую ночь мы делали вылазки, глубинную разведку. То есть нам уже этот фронт был довольно известный. То есть знали, где слабые точки противника. И как раз таки наш командир решил, вот, можно сказать, между 2 подразделений, довольно серьезных подразделений, это так называемое Армянское ущелье и непосредственно трассы, лазейку, куда вот провел нас, вот, можно сказать, небольшое расстояние между ними. И мы оказались фактически в тылу и этим, и этим, то есть которые были левее и правее. Вышли на эстакаду, можно сказать, мы уже контролировали эстакаду, там подбили одну технику, наши гранатометчики подбили первую БМП, даже в кадрах, грузинских кадрах есть, когда он отходит назад. Кстати, грузинский оператор снял, в своем фильме использовал эти кадры, наш бой уже с грузинской стороны. Мне очень было интересно, что происходило у них в это время, как они спрятались за автобусом, как вот этот БМПшка горит и вытаскивает уже оттуда. В результате Гагарской наступательной операции Абхазия вырвалась из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путем в Российскую Федерацию. Было развеяно существовавшее мнение мирового сообщества о бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа многомиллионной Грузии. У народа и руководства Абхазии появилась полная уверенность в окончательной победе над врагом, пишет историк Валико Пачуля в своей книге «Грузино-Абхазская война» 1992-93 года. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан республики с 29-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов. В поздравлении, в частности, говорится: «Эта дата навсегда останется в истории Абхазии. Трудно переоценить военное и моральное значение победы, одержанной нашими бойцами 6 октября 1992 года. Именно она переломила ход Отечественной войны, воодушевила наш народ, укрепила уверенность в окончательной победе над врагом. Мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память героям, огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания и горечь тяжелых утрат. В этот праздничный день желаю всем жителям Гагарского района процветания, мира и благополучия всей Абхазии. С праздником!» Конец цитаты. В день освобождения Гагарского района общественность почтила память павших героев возложением цветов к мемориалу. Также был организован митинг с участием ветеранов, руководства района и учеников. Вечером на набережной Гагры у колеса обозрения состоится праздничный салют.
Учатся мужеству и стойкости беспредельной. Зиги зыԥсадгьыл зхаԥаз, зыԥсы ҳакәыхшоуп, иԥшӡахаат Аԥсны аиҵыҵрауаа, адунеи зегьы идырит Аԥсны, хашҭра шықәымзааит, аџьабаа баны зыԥсы шәмысӡоз Аԥсны. Аԥсны иқәынхо ауаажәлар, абзиара шәақәшәан шәашәҟаиҵааит, еибашьран шәыҟамҵан, иҟалозар ҳазшаз сиҳәоит, ари ҭоурыхны иазаанхааит. Ҳара аԥсуаа ҳаззагьы ҳадгьыл аҿы иҳахьчандаз, ҳахха ҳамеигӡаӡакәа иҟаҳҵаз арыззагьы ҳара ҳзы ҳаибзиахуан шәыҟаиҵааит. Ҳара ҳаамышьҭахь хәыҷқәак гылоит, убарҭ еиҳа иацҵаны, пату ақәҵаны иныҟәырго абзиара иақәшәан шәыҟаиҵааит. Агьирахь сара исҳәар исҭаху ари Гагра ажәылара амш иахьа аныҳә иалахәу рыззагьы абзиара иақәшәааит, абзиара рымазааит. Убас исҳәар сҭахуп, ари аҭоурых даараӡа иӷәӷәоуп Аԥсны азыҳа. Аԥсны иааира рыззагьы раԥхьа иахантәыланы изҳәаз абриоуп, Гагра агара аамышьҭахь хәыҷынӡарак ауаажәлар агәыӷра роуеит. Абааԥсы шьҭакызаҵәык ҳахьом ҳа ауаа рыззагьы изхәыцра иалагеит. Ишәынгьы иҟаз хәыҷынӡарак зхәыцаны иҟаз ргәы аҭнаԥааит. Иихаит рыззагьы, Гәдоуҭа еилацыланы рыззагьы ирымаз ииханы рыззагьы абааԥсы Гагра дацәеит уажәшьҭа. Ҳаихап Аҟәагьы ҭаҳарцәып, Аԥсны ҭаҳарцәып, абааԥсы бзиарак ҳақәшәазар ҟалозар ҳа абас рхиаҵәҟьа иныҟәыҵгаз срыкәыхшааит, абзиара иақәшәааит. Агьирахь рыԥсы сақәыхшоуп, џьанаҭ агыларҭ аӡәыри аҭаҷкәынцәа даараӡа ирацәаны иҳаԥҵәеит. Урҭ хашҭра рымаӡам, ҳара ҳаԥсахынӡаҭоу, ҳара хашҭра ҟаҳҭаӡом, ҳара ҳаамышьҭахь хәыҷқәак гылоит, урҭгьы иацҵаны хашҭра ҟарымҵо иныҟәыргон шәыҟаиҵааит, рыԥсадгьыл абзиара иақәшәааит. Погранзастава. Путь от войны к миру. После освобождения Гагры одной из главных задач стала охрана государственной границы по реке Псоу. К ноябрю 1992-го соответствующее решение было принято Верховным главнокомандующим и сформированы пограничные войска. В условиях нехватки офицерского состава, профессионального опыта, недостатка оружия и связи создается погранотряд во главе с комиссаром Георгием Думава. Он и его боевой товарищ, начальник первой погранзаставы Псоу Гурам Ладария, герой репортажа Иланы Казанба, в котором рассказывается о непростом пути образования пограничных войск и нелегкой службе во время Отечественной войны народа Абхазии. Шел ноябрь 1992 года. С западной части Родины изгнан враг. Гагра освобождена. Необходимо формировать пограничные заставы по реке Псоу. Но вот как это сделать без профессионального опыта? Кому поручить следить за стратегической обороной рубежа в условиях полной мобилизации? Батальон «Платан» под руководством Астамура Тарба принимал участие в операции по освобождению Гагры. Именно его бойцам было предложено заступить на службу в погранзаставу. Нам это было предложено сперва изначально начальником гарнизона, Гагрского гарнизона Гурамом Допуа. Но скажу откровенно, мы отказались, потому что у нас были другие планы у нашего подразделения. Мы уже продумывали вопросы, как влиться уже, значит, в Ишерское направление, в наши боевые подразделения, с тем, чтобы там уже передислоцироваться туда. Однако у руководства на «Платан» были другие планы. Мы были вызваны к Владиславу Григорьевичу, был
Зураб Лакарба, был Астамур Джонова, я и вот Гурам Ладария. Лично Владислав Григорьевич нас встретил и лично вручил нам указ о том, приказ о том, что мы заступаем на границу в качестве пограничных войск Республики Абхазия. Комментируя это тем, что это для нас большая честь, что вы будете пионерами этого дела. Когда мы попытались как-то отойти от этого вопроса, он сказал: ребята, это не просьба, это приказ. Ну а приказы, как известно, не обсуждаются. Так приступили к формированию пограничных войск. Как вспоминает ветеран, задача эта оказалась архисложная. Можете себе представить, да, начинать с нуля, буквально с нуля, формировать пограничные войска. Задача оказалась архисложной, тем более в условиях войны, нехватки финансов, отсутствия всяких зданий для места дислокации наших пограничных войск. Самым сложным моментом организации стала нехватка специалистов. Не было кадрового офицерского состава. Начались поиски профессиональных пограничников. Были приглашены профессионалы, россияне, которые служили здесь в Абхазии на различных участках здесь в Абхазии. Был такой Шпак Василий Иванович, он был в звании майора тогда, профессионал своего дела, он был приглашен для того, чтобы он возглавил штаб. Был и еще Зураб Бесланович Марганя, который также был профессиональным пограничником, служил в советских погранформированиях. Первоначально пограничные войска едва набрали 200 человек. В пограничники шли неохотно, все рвались на фронт. В разгар Отечественной войны народа Абхазии начинается призыв в ряды вооруженных сил. Призыв был очень бурным. В каком плане? То есть военкоматы были переполнены мальчишками, которые рвались на службу. Вот. И мы приняли первую команду наших призывников в количестве до 200 с лишним человек. Представьте себе, значит, расквартировать их, обеспечить питание, снабдить необходимой амуницией и одновременно с этим начать процесс по охране государственной границы. Тогда были еще участки, где локально остатки вражеских подразделений еще оставались на нашей территории. Мы параллельно занимались и тем, что очищали эту территорию от тех, кто еще затаился на нашей территории. Были боевые столкновения. Эти мальчики приняли с честью и достоинством эту миссию на себя и исполнили ее на высшем уровне. Решением руководства было создано 3 пограничные заставы – ПСОУ, Сальмы, Аибга. Командиром заставы Сальмы был Алексей Даутия. Во главе Аибги встал Тамаз Абгаджава. Первым начальником погранзаставы ПСОУ стал Гурам Ладария. От моря вдоль речки 7 километров участок. Вот этот участок был за мной. И КПП ПСОУ. 70 человек в итоге у меня было ребят по 16-17 лет, которых не пускали вперед, а как бы рвались в бой, но из-за того, что они молодые, в общем, все как в армии. Утром зарядка, ну и все остальное. Обучали мы их, и мы сами тоже учились. И вот это, ну, все посты, все вот эти наряды, ну, организовали как действительно в погран войсках.
Таким образом, бойцы вошли в новый для себя режим. Круглосуточная служба, охрана рубежа, проверка документов на фоне постоянных сообщений с фронта. Ветераны отмечают, что это был один из самых сложных моментов. На фронт тянуло постоянно, но работы у пограничников было не впроворот. Паспортный режим, надо было проверять документы. Многие, которые была... вот эти абхазские грузины, которые жили, они чисто разговаривали на абхазском языке. Вот они проходили через границу, здесь на Шерском фронте совершали свои эти диверсии, да, и переходили на ту сторону. Вот там приходило, никаких данных о них не было, но вот надо было их поймать. Как это можно было сделать, очень тяжело было. Потом многие, честно говоря, упрекали наших молодых ребят: вы здесь стоите, наши там воюют. Они же в слезах приходили ко мне. Я им объяснял, что кто-то же все равно должен здесь находиться. Потом, после взятия Гагры, много этих вояк, грузин, они далеко не уехали. Параллельно работала разведка. Периодически офицеры выезжали на российскую сторону. Многие бежавшие грузины осели близ границы, в Адлере, в Веселом, ожидая возможности вернуться, рассказывает ветеран. Вот они там с той стороны кучковались, собирались. Мы своих ребят, кто знал на грузинском языке, разговаривал, чисто мы отправляли туда, чтобы они собирали информацию, что они готовят. И вот перед каждым наступлением, вот мартовское наступление, начинали собираться на той стороне грузины. Ну и неясно было, они могли в любой момент перейти границу, этот Псол, речку перейти, сами понимаете. Могли перейти и натворить делов, пока на Шерском фронте и шли бои. Служба была тяжелой. Сутками напролет погранвойска добывали оружие, которого не хватало катастрофически. Старшие боевые товарищи постоянно работали с молодыми новобранцами. Кровь играла, бойцы рвались к Гумисте, к востоку, в бой. Но самое главное, потеряли ребят моего поколения. Но мы гордимся тем, что мы сохранили всех ребят, мальчишек призывного возраста. У нас ни один мальчик не погиб. Вот это наша гордость. Мы просто, наверное, Господь на нас посмотрел. Они часто срывались туда, на фронт. Мы за ними попадали в различные ситуации на различных участках, фронтовых участках. Вот. И так случилось, что Господь посмотрел, и мы всех живыми вернули на места дислокации, так скажем. Молодые ребята, они иногда засыпали, как говорится. И вот мы ходили по ночам, проверяли их. Но это сейчас не... Ну и оружие иногда забирали у них, потом отдавали, конечно. Были такие моменты тоже. Но в основном, да, ребята, в общем, хорошие бойцы у меня. Я могу тоже их назвать, я могу и горжусь за них. Таишсок, Какалия, Андрей Бобуа, они все мои бойцы рядом стояли и помогали. Им тогда по 16-17 лет было, молодыми были. Смыр, Валера, Саид, Сайка, Топагуа. Изначально пограничные войска были подчинены Министерству обороны. Спустя 4 месяца они перешли под руководство Службы государственной безопасности. Такова их структура и сегодня. То, что в наши дни кажется привычным и обязательным, на самом деле создавалось в тяжелейших военных условиях. Пограничные войска – результат титанической организационной работы в период ожесточенных боев за свободу Родины. Глядя на тех, кто стоял у истоков, слушая воспоминания ветеранов, становится ясным –
что иного исхода, кроме как победы Абхазии в этой неравной войне, и быть не могло. Илана Казамба, Торник Амичпа, Абаза ТВ. В администрации президента 6 октября состоялась встреча с представителями села Мгудзырхуа. Президент Аслан Джани принял делегацию из 4 человек. Во встрече участвовал глава администрации президента Алхас Квициня, сообщает Апснепресс. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 5 октября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 672 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 150 человек. Министерство здравоохранения Абхазии информирует, что с 11 октября будут проводиться сертификационные курсы для среднего фармацевтического персонала. Обучение проводит Сухумский медицинский колледж. После прохождения курсов сертификаты необходимо предоставить в Минздрав Абхазии. По дополнительным вопросам обращаться в Сухумский медколледж по телефону +7 840 226 20 49. Информация правоохранителей. 28 сентября прокуратура Галского района начала внеплановую проверку администрации села Абаакыт за 2020 год на предмет исполнения указа президента от 7 июля 2020 об отмене решения собрания Галского района от 19 февраля 2003 года, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. По результатам проверки будет дана дополнительная информация, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Кроме того, Генпрокуратура сообщает дополнительную информацию по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-главы администрации Галского района Беслана Туркия по признакам преступления присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Туркия частично возместил присвоенную денежную сумму. Полностью погасили присвоенную денежную сумму другие фигуранты уголовного дела: заместитель главы администрации села Хаштагалского района Джамбул Гамисония и бригадир бригады номер 1 администрации указанного села Рамаз Гиделия. Спасатели сообщают, в Сухуме на улице Гумистинской на частном приусадебном участке была обнаружена 120-миллиметровая минометная мина времен Отечественной войны народа Абхазии. Сообщение о находке было получено спасателями в 13 часов 40 минут. Сотрудники пиротехнического отдела МЧС прибыли по адресу и изъяли мину для дальнейшей ее утилизации, сообщает пресс-служба МЧС. План за 9 месяцев выполнен на 139%, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии. По итогам 9 месяцев сумма начислений таможенных платежей составила 1 миллиард 954 миллиона 400 тысяч рублей. Сумма начислений таможенных платежей за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 665 миллионов, а в сравнении с 2019 на 619 миллионов рублей. Зураб Джапуа, у абхазской науки есть будущее. Большинство запланированных в 2021 году проектов Академии наук Абхазии, несмотря на пандемию, реализуются, отметил в ходе пресс-конференции на площадке абхазского телевидения президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. О работе главного научного сообщества страны расскажет Анастасия Никонова. 2021 год внес свои коррективы в работу большинства культурных и научных организаций республики. Из-за пандемии деятельность в данном случае Академии наук Абхазии временно прекращалась и возобновлялась вновь. Ученые, как отмечает президент Анна Зураб Джапуа, работали по удаленному доступу. При этом большинство запланированных в 2021 году проектов Академия наук Абхазии реализовала. Тематический план, все проекты институтов в системе Академии наук собственно, выполняется. Я надеюсь, что и будет, собственно, выполнен план тематический. Значит, ученые работали, как работали всегда, но опять-таки это организация конференций, разных форумов там, и так далее и тому подобное. Как знаете,
Конечно, это серьезно помешала пандемия, это состояние, то, что мы сегодня имеем. Итоги работы 2021 года подводить рано, говорит Зураб Джепоа, но уже можно отметить ряд важных событий. Среди них президент АНА обозначил открытие лаборатории биоиндикации и микологии, деятельность которой направлена на спасение каштановых лесов Абхазии. В некоторых институтах, скажем, при институте экологии Академии наук, недавно открыли лабораторию для очень актуальных тем разработок. И наши институты настолько важны по профилю, по тематике. У нас уникальные институты, можно сказать, я ничего тут не преувеличиваю, потому что где могут изучать абхазский язык, как не в Абхазском институте? Где могут, скажем, изучать море, я не знаю, природу, как не в... То есть нет других организаций, ну, скажем так, возможностей, способностей, знаний, чтобы изучить те или другие вопросы, очень насущные для нашей республики, для нашего государства и экономики. Академик коснулся и темы изучения абхазского языка. По его мнению, для полноценного его внедрения в образовательный процесс и популяризации в целом необходима консолидация ряда научных организаций, министерств и самого общества. Академия хала, ма вступив университета хала, абсу института хала, аус ечуп, хампада хачупаха ус яудзом и брака их азроп и бзио и бзио зараз мо координация тусура казроп хампада сара лика сымцета дика имцет ха акумка и аус эйчкара казроп уйцас аус ехапела ячуза дирхацка министр инаркна Хвиз шароп ауси хапяла ятахуавит зараджа ячкадзе. Завершая пресс-конференцию, Зураб Джепоа выразил уверенность, что у абхазской науки есть будущее в лице ряда молодых ученых, которые уже проявляют себя как серьезные лингвисты, историки и литературоведы. Анастасия Никонова, Сайдайба, Абаза ТВ. 5 октября в Институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия Академии наук успешно состоялась защита диссертации преподавателя кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Инала Джопуа на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности археология. Тема диссертации – архитектурные памятники Абхазии первого тысячелетия нашей эры. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации АПЕЙПШ-21, в рамках которого на телеканале транслируются видеоклипы на стихи абхазских поэтов. Сегодня произведение Георгия Губля читает актер Абхазского драматического театра Темраз Чамагуа. Георгий Губля бысзепшиз. Саса псуоп, саса алмасуп, сарасакутоп сабичиз, апхая хаснеевает, сасам ясвем, вагагафьяч бысзепшиз. بابجيك نسابس زيشي مرتسح ساحنا بس زبخا بخيطان زارا صار الشندخالي سبرفن برسس وزبخا عم تسرخون ببلي بارا سراس خرخوي تورت مزا ببشم قربج باشا خارا سقواتي تالو يتيب خزا أبيتشي دبري بلو بيونو بقواري لرقوب أساس داير بابا بشموب أربرشتا شواشي تكوب سخ بنايو بغرغو سيس درهم سخسرا سزمرتنشو سخص بيتوخو يوديو بحرا عسيان بانزا سمسرا
Аԥҳәызба бзиақәкы исыҭнаӡаӡа сылашара иҟәымшәышәуп бнапы. Са саԥсуоуп, са салмасуп, сара сақәтәоуп саб иҽыз, апҟаҩҳәа снеиуеит, са сымҩасҩым, уаҟа агәашәаҿ исзыԥшыз. Сейчас о погоде в республике. В четверг, 7 октября, в Абхазии переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 15, днем до 19 градусов, температура морской воды 21 градус. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.